Добрый день всем участникам форума на Байкале. Я на этом видео кратко расскажу о присутствии хакасского языка в интернете. Но надо понимать, что хакасский язык, к сожалению, это язык небольшого народа, всего лишь где-то 70-80 тысяч, наверное, да. Но, тем не менее, есть определенные намерения и попытки присутствия хакасского языка. Сейчас, к сожалению, надо опять, конечно, сказать, что хакасского языка почти нет в интернете. И тем не менее есть кое-какие примеры. Кое-какие примеры. В данном случае я хочу начать свою речь с профессионального сайта, теперь уже надо сказать, газета «Хабар». Давайте я сейчас перейду на демонстрацию экрана, потому что я сейчас видео пишу с YouTube Hangout. И перейду на демонстрацию экрана, пока я, подождите, чуть-чуть настрою это дело. Сейчас запускаю сайт и передам видео. Но смотрите, вот этот сайт, газета Хабар, название сайта hakasshire.ru. Если коротко говорить об этом сайте, то он запущен в мае месяце, ну и на данный момент он еще находится на стадии тестирования, хотя это полноценный рабочий сайт. Он сделан на Bittrex, на системе Bittrex. И какие тут есть разделы? Ну, основные разделы – это политика, экономика, алхони – это сельское хозяйство, что за это общество, угрыды – образовательные системы, культура. Культура, понятно, спорт. Ну и тут есть еще подразделы о нас, Пстенер, Тогнджелар, сотрудники газеты, и газета Тархын, архив газеты. Есть приложения для газеты, материалы из этих приложений выкладываются вот на данной странице. Потом есть страница объявлений, но пока эта страница пуста. Страница архива тоже пока ничего нет здесь. Раздел фотографий, тут очень пока небольшой набор. Есть страница обратной связи, можно написать в редакцию. Ну и подписка на газету, тоже можно подписаться. Ну и, конечно, какая основная проблема возникает при наполнении этого сайта? Вот как ни странно, но пока вот у нас с хакасским языком в интернете многое практически, вообще ничего практически не решено. То есть, иначе говоря, нет шрифта. Никто этим не занимался практически, поэтому мы сейчас делаем такие, банальные такие вещи, выпуская, допустим, любое сообщение в интернет, запуская в сайте, что получается? Приходится, газета работает в программе PageMaker, и надо переводить текст из PageMaker в PDF, потом распознавать хакасский текст и снова запускать этот текст в интернет. То есть получается лишняя работа, там двойная, тройная работа на самом деле, и приходится потом опять исправлять, высматривать ошибки, и вот пока мы находимся на такой стадии. Вот хакасского шрифта, набора с клавиатуры пока нет, к сожалению, никто этим не занимался. Ну вот такие определенные пока у нас сложности со шрифтом хакасским, и тем не менее сайт работает. Это такой полноценный сайт. Если кому интересно, можно будет посмотреть прямо по страницам и, в общем, ознакомиться с материалами. Дальше я хочу показать другой хакасский сайт, который он был сделан раньше. Это хакасско-русский словарь онлайн. Сейчас, да. Вот этот сайт systik.info. Довольно-таки неплохой сайт. Здесь можно набрать, допустим, слово, да, на хакасском языке, поискать и найти, допустим. Если этого слова нет, в данном случае слово «хабар», весть, новость, молва, слух, да. Если этого слова нет, то можно эти слова здесь
вписывать, но надо пройти регистрацию. Ну и последняя порция слов было внесено, вот, скажем, 7 июля 2015 года. Да, Асханах, Тулдара и Леда. Проблема шрифта тут решено, в общем-то, таким простым способом. Ну, допустим, я пишу слово «сюсь», потом нажимаю прямо с этой таблички, да, и опять пишу на кириллице «сюсь», допустим, да. Но ищем «сюсь» — это слово. Ну и вот таким образом здесь мы можем изучать лексику хакасского языка. Тут есть краткие тексты по правилам, да, можно посмотреть грамматику, ну и все такое. Это вот второй давнишний сайт, который касается непосредственно хакасского языка. Ну и третий сайт, который сделан буквально недавно, это уже я сам делал, это мой личный сайт. Сайт был сделан на движке WordPress, и я полностью переводил даже, скажем, менюшку WordPress с русского языка на хакасский. Это такой простой обучающий сайт. У меня тут есть кое-какие обучающие курсы. Грейдегли курс, да, там 3 курса. Вот, потому как можно открыть свой собственный видеоканал. Если мы нажимаем вот на эту ссылку, то у нас тут, скажем, выскакивает 11 видеоуроков. Если мы нажимаем на первый видеоурок, то мы попадаем на канал в YouTube и можем таким образом ознакомиться с темой, как можно открыть видеоканал на YouTube и как им пользоваться. И все это сделано на хакасском языке. Другой обучающий курс, он касается поэзии. Я немного занимаюсь стихами, есть кое-какие наработки. И вот я тут рассказываю на хакасском языке о сути, скажем, такого явления, как стихотворение, да, как поэзия. Тоже есть около 10 видеоуроков. Да, вот таким образом. И теперь я, правда, на русском языке запустил еще одну страницу дистанционного обучения хакасского языка, как раз вот в системе YouTube. Тут можно будет посмотреть и записаться на эти курсы, оформить предварительную запись. Ну вот практически вот пока я знаю всего 3 самостоятельных сайта второго доменного уровня. Вы понимаете, что такое второй доменный уровень? Если кто разбирается в системе доменных имен, это говорит о том, что второй доменный уровень – это профессиональный подход к созданию сайта. Я понимаю, что, скажем, ВКонтакте можно найти группы хакасского языка. Я хочу отметить обязательно группу Асхыр. В общем, где идет целенаправленное обучение хакасскому языку. Там Казагашева ведет эти курсы. Но это группа ВКонтакте. Так, сейчас, подождите, я тут найду хакасский язык. Вот эта группа «Изучаем хакасский язык». И вот в интернете это единственная группа, где есть серьезное намерение, то есть или серьезная задача представления хакасского языка, в данном случае ВКонтакте. Больше я не знаю ни одной группы, ни на Facebook, ни в Одноклассниках, нигде я не наблюдаю этого явления, то есть намеренного присутствия хакасского языка. Никто этим не занимается. Ну, правда, я еще хочу так похвалиться. Я пытаюсь тут еще сделать свой личный новостной сайт, где идут краткие совершенно новости, мини-хабар, да, но это для взрослых людей, допустим, да, для тех, кому за 18 или за 16, ну, скорее всего, за 17 лет. Это очень краткие сообщения на хакасском языке со ссылкой на какие-то сторонние материалы. Ну, допустим, вот одно из последних сообщений. Наш Евгений Улубашев, он был в Якутии, и тут есть кое-какие материалы, и даже есть видео о том, что он говорил и как он это делал.
то есть выступление перед якутским сообществом. Можно это увидеть. Вот этот вот новостной сайт Тадлы Хабрлар, он еще в степени, то есть в состоянии разработки, тут много еще не доделано, но тем не менее есть намерение еще запустить такой сайт. Ну вот такие краткая информация по присутствию хакасского языка в интернете. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Я желаю всем участникам форума такой позитивной работы. Ну и всем удачи. Давайте я сейчас опять вернусь к нашей странице. И да, ну и вот опять вы видите мое тут видеоизображение. Ну, в общем, я всем вам желаю удачи. Всего доброго. До свидания.